Олимпиада в Токио в самом разгаре. Еще два чувашских спортсмена, вошедших в сборную страны, ожидают своих выступлений на главных стартах планеты. С 60-х по 80-е годы честь республики на всесоюзных соревнованиях защищала жительница Канаша Юлия Зайцева. Она первой в Чувашии получила звание мастера спорта СССР и установила рекорд республики по прыжкам в длину. Ее достижения наши спортсмены не могли побить больше 30 лет. Сейчас ей 80, и недавно она сдала нормативы ГТО на золотой значок. О том, как сохранять спортивную форму в таком солидном возрасте, узнала Наталья Егорова. За свою спортивную карьеру Юлия Зайцева не раз поднималась на пьедестал почета. Медалей различного достоинства у нее столько, что на груди не помещаются. Свое первое выступление на больших соревнованиях она помнит прекрасно. Училась тогда в школе, отправили на районную спартакиаду по легкой атлетике. Ни о какой экипировке в то время и речи не было. Юные спортсмены даже об обуви не могли мечтать. Мы все в то время выступали босиком, одежды никакой, ни у кого нет в то время, такая беднота. Первые соревнования и первый триумф. 1,35 м в высоту, 4,60 м. Она прыгнула в длину и 100-метровку пробежала лучше всех. Юлия Зайцева взяла тогда сразу несколько медалей. Потом ее неоднократно вызывали на республиканские соревнования. Она и ядро толкала лучше всех, и через барьеры перепрыгивала. Стала многократной чемпионкой и рекордсменкой Чувашии. А потом вышла на другой уровень. Всесоюзные и всероссийские соревнования, спартакиады народов СССР. А в 64-м она установила рекорд Чувашии в прыжках в длину – 6 метров и 2 сантиметра. Также Юлия Мироновна первой в Чувашии получила звание мастера спорта СССР по легкой атлетике. Это город Грозный, Чечено-Ингушская республика. 43 команды съехала туда, 43 команды Российской Федерации. Я там выступала как пятиборка и плюс еще в длину и высоту прыгала. Дали мне самый как отдельный вид. И вот я опять оттуда приехала 3 этими медалями. Рекорд Юлии Зайцевой чувашским спортсменам удалось побить только спустя 34 года, в 1998 году. Юлия Мироновна вспоминает, в каких условиях приходилось добывать награды, тренироваться, но никогда и мысли не возникало сдаться и заняться чем-то другим. Теперь разбежимся по хорошей дорожке, глубокий снег прыгаем. В этом году Юлии Мироновне исполнилось 80. Недавно ко всем своим достижениям она добавила еще и золотой значок ГТО. Его явно не хватало в списке наград. Знак отличия 11-й ступени комплекса ГТО вручается участникам, сдавшим нормативы комплекса от 70 лет и старше. Для нас отрадно, что люди столь преклонного возраста поддерживают себя в хорошей физической форме. Она и замуж вышла за спортсмена. Он тоже состоял в сборной республики по легкой атлетике. Много лет Юлия Мироновна работала в системе образования, тренировала детей. Дочь и внуки тоже с детства в спорте. С такой бабушкой по-другому и быть не могло. Сейчас огородные работы заменяют ей почти любую физическую активность. Но плавание в бассейне, прогулки по парку остались неизменными. Зимой лыжи. Юлия Мироновна советует всем больше двигаться, ведь это главный секрет ее здоровья и долголетия. Спортсменка надеется, что ее пример вдохновит многих. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Дмитрий Макаров. Вести Чувашия.